Я на самом деле поделюсь, наверное, своими изысканиями в этой сфере, потому что для меня это было безумно интересно. Я решила взглянуть на эту тему и узнать, что происходит в мире. Поскольку цифр у нас сегодня практически не звучало, я поделюсь с вами двумя маленькими цифрами, они общеизвестны. Все мы с вами собираемся, ну или не все, но многие собираемся на Brand Licensing Europe, который стартует в Лондоне. Вот. Так, собственно, 101 экспонент в категории искусства и дизайна выставляются в этом году. И сам сегмент на рынке лицензирования занимает 3%. То есть это достаточно нишевая история, но в любом случае она достаточно интересна и имеет огромнейший потенциал, и, безусловно, процент будет расти как в мире, так и в России. Итак, основные категории, которые представлены в этом секторе, это современные коллекции искусства, это изобразительное искусство, иллюстрации, фотографии, принты, тату и граффити. Так вот, собственно, результатом моего такого исследования стал такой любопытный факт, что у каждого вот этого кластера, это основная категория, фактически есть ассоциация, которая объединяет всех создателей. И в каждой ассоциации есть некий отдельный отдел, который занимается непосредственно развитием сферы лицензирования. То есть есть ассоциация дизайнеров принтов, и они вот конкретно ищут лицензионное агентство, помогают в развитии вот именно вот этой вот сферы. Итак, что в России? В России у нас, как всегда, все непросто. Безусловно, на рынке уже представлены достаточно успешные бренды в этом направлении. Это, безусловно, Hello Kitty и Me Too You, мишки Тати Тедди. И, безусловно, мы сейчас наблюдаем большой интерес от компании Сантора. Это куколки Gorgeous. Вот, фактически они не имеют никакой истории, но, безусловно, это некий такой арт, который займет свое место на рынке. У них уже есть достаточно успешный контракт с Академией Групп, это канцелярская продукция, поэтому, безусловно, они будут дальше развиваться. Итак, следующая такая категория, которую можно выделить на рынке, это современные художники и фотографы. И вот, собственно, здесь я задаюсь вопросом, кто первый, и вот, может быть, вы сможете мне на него ответить, потому что для меня это было большим сюрпризом. Может быть, кто-то знает, кто первый стал первопроходцем? Никто не знает. Итак, это Никос Сафронов и компания Touch Textile. Вот, безусловно, все вы знаете, что Никос – это один из самых известных, наверное, художников сейчас на территории постсоветского пространства, самый раскрученный. Все вы знаете, что его работа дорогостоящая, но вот, собственно, приобщиться к прекрасному можно достаточно недорого. Цена на полке от 7 тысяч рублей. В коллекции сейчас запущено 10 SKU. Вот. И продаются, честно, видела только в интернет-магазине, сети не успела посмотреть, но, в общем и целом, старт достаточно интересный. Посмотрим, что будет дальше с этой коллекцией. Что дальше? Что дальше? Кто новый пробуется в этой сфере? И, собственно, ответ следующий. Это известный фотограф Олег Доу. Они пробуются достаточно в простой категории открыток. И следующий это Катя Белкина, тоже фотограф, который тоже пробуется вот в категории открыток и канцелярии. Изобразительное искусство. Это, наверное, самая такая интересная и, возможно, самая простая категория в этой нише. Энди Уорхол, безусловно, это поп-арт, основатель поп-арта. И, безусловно, здесь вы видите лицензионная продукция, которая уже представлена на рынке. Для меня, на самом деле, было открытием то, что даже коляски и детские сиденья можно приобрести с прекрасным творением Энди Уорхола. Собственно, это вот такой, мне кажется, уникальная абсолютно вещь. Но, в общем-то, как я и говорила, мы, как лицензионное агентство, не стоим на месте и ищем что-то новое. И мы обратили свой взор на Сальвадора Дали. Безусловно, вы знаете, что наши партнеры по рынку Мегалайсенс представляют его творение Чупа-Чупс. Вот. Мы же обратили свое внимание на его эскизы, которые были созданы в 1924 году к опере «Быть Богом». Это небольшой набор эскизов, которые мы предлагаем к лицензированию. Выглядят они вот так вот. Безусловно, это абсолютно, как всегда, некие фантастические, сюрреалистические вещи в духе Сальвадора Дали.
Вот. Это примеры концептов, которые мы, собственно, предлагаем, и то, как может выглядеть продукт. Вот. Безусловно, это абсолютно некая невероятная фантастическая история, и это наш такой первый шаг в этом направлении. Итак, следующая история, вот здесь на самом деле для меня была такая самая интересная, наверное, сфера, потому что все вы, наверное, безусловно знаете, что лидером на рынке лицензирования, международном рынке лицензирования является музей Виктория Альберта. При всем при этом он не входит абсолютно даже в десятку мировых самых популярных музеев, но он номер один в сфере лицензирования. Так вот, собственно, как работает лицензионная программа у Виктория Альберта? Первое, безусловно, они делают сувенирные и различные лицензионные реплики своих коллекций. На второе, фактически, на самом деле, они, наверное, выступают как лицензионное агентство, потому что их художественный совет отбирает творения современных художников из Таиланда, Малайзии, Индии и так далее и тому подобное, и, собственно, предлагает их принты для создания коллекций. И вот это, именно вот это направление имеет просто невероятный успех на Западе. Говорить о каких-то цифрах, наверное, здесь сложно, но, в общем и целом, будем надеяться, что в ближайшем будущем они станут нам доступны. Итак, что же у нас в России в этом направлении? Сувенир или лицензионный продукт? Вот как вы думаете, есть ли у нас хоть какой-то музей, который делает лицензионный продукт? Нет. Делают только сувениры. Фактически любой музей или магазин выпускает только сувенирную продукцию. Вот. Безусловно, это основные категории: альбомы, книги, DVD или продукции, прилоги, шкатулки и магниты, но все это заказы от самого музея. Лицензионного продукта фактически нет.